что им очень тесно там. В общем, ее соседка бывала в Талыше. И она ей столько рассказала, как вкусно готовят, какие там обряды всякие. И она мне звонит и все это рассказывает. Я говорю, ну где же ты раньше была? У меня тут была девушка из Канады, она меня расспрашивала, а я мало помню, что. Мне так хотелось все узнать, это Кристи. Симпатичная такая девулечка. А гору помните? А горы? Да. Горы. Горы, да, горы, конечно. Ну, горы сейчас... Нет, понимаете, я когда в Лирик, меня какой-то шофер вез. Лик. В Лик, да. Это она, это самая, у него, извините, вторая жена была там. Ничего. Ну да, одна законная, другая тоже законная, но уже не мог с ней зарегистрироваться. Ну вот, я его еще тогда спросила, вы в Бога верите? Он говорит, а как же, кто не верит? Я промолчала, что я сама в то время не была верующей. И вот когда я в Лирике, он меня высадил, я вышла, и я просто, знаете, этот воздух лирикский мне показался таким изумительным, таким чистым, он просто, я не знаю, никогда упоительного такого воздуха я никогда не вдыхала. Хотя горы сами по себе, конечно, хотя лес там прекрасный же, необыкновенный, эти же. Лилия Александровна, а народ вас как встречал, как русского человека? Они удивлялись или улыбались вам, или как? Нет, очень приветливо. Приветливо, да? Они радовались, что чужеземец, да. он не У меня были записи на магнитофоне, на старинном, с 2 бобинами такой вот. Но мне его пришлось отдать, потому что это мне в фонотеке там выдали, это не мой был. Ага, это ваша работа была, его надо было да, сдавать, я записывала как раз это Шихали, отца Мирзы, я его записала, его сказки он рассказывал, да. Он вообще очень образованный человек был, он, по-моему, персидский немного знал. Нет, образованный, значит, арабский, персидский они должны были знать. Да, арабский, да, Коран читали. Я помню, как в семье Фазулы, мне очень понравилось, как они детишек укладывают. Все сидят за ковром, да, все кушают, да, в семье Фазулы, и это самое. И потом дедушка, как же дедушку звали, Абдулла, по-моему, достает Коран и начинает читать. И детишки все потихонечку засыпают. Потому что я знаю, что русские мамы как страдают, ребенка уложить спать не могут. Не пойду, не хочу, не буду спать. А тут он слушает, как дедушка читает, и преспокойненько засыпает. Мама его несет, укладывает. Люлечки эти были такие, с дырочкой. Да, в середине, да. Это уникальная вещь. Это для гигиены, это да, очень хорошо, это лучше, чем эти памперсы. Немецкий журналист писал уникальную такую статью насчет этого, что гигиена, это значит, немцы же ищут везде арийский народ. Талыши тоже арийский считаем, да. И он искал какой-то, именно нашел эту гигиену именно у талышей, которая соблюдается до сих пор. У меня вопрос, Лилия Александровна, вы туда ездили, да? Ведь это очень тяжело, работать на чужбине и искать, или вы что чувствовали, например, усталость? Или вы ездили туда работать? Нет, я там просто, знаете, даже сказать вам, какую-то энергию почерпала. Потому что я вообще такой книжный человек была всегда. Мама моя библиотекарем была, она меня очень рано книгам приучила. Я такой книжный червь, понимаете. Я даже когда в аспирантуру поступила, то я хотела древними языками заниматься. Вот как раз у Василия Ивановича Абаева. Древними языками, эльстийский, я у него слушала эльстийский язык, там мы читали подлинные эти самые тексты. Эльстийский язык? Он понимал, переводил, да? Да, у него есть переводы напечатаны, он вообще классный специалист был. Как жаль, что мы потеряли этих людей. Да. Книгу? Нет, таких людей потеряли. Бог дал ему большую жизнь, но, правда, она биолог, сказала довольно так, знаете, как это сказать, не очень почтительно к нему, но за его спиной. Она его очень уважала, из Киева к нему на консультации приезжала. И потом, когда мы остались одни, она говорит, какие гены пропали. У него не было детей.
Но он крайне, ну это необыкновенный умница был. По-русски он говорил так, что любой русский мог бы позавидовать. Но при этом с акцентом. Кавказский акцент, вот осетинский из всех иранских языков, он очень сильно, да, получил такое, как бы это самое, произношение кавказское, гортанные там звуки, как вот это арабское, тут вот это вот, которое я не могу произнести. Иранский народ, да, осетин тоже. Осетин иранский. Лия Александровна, вот, например, вот вы были в тех временах, еще мы не родились. Тогда вы часто слушали азербайджанский язык среди тавлышского населения? Ну вот в семье Фарзулы, там же мама азербайджанка была. Но они говорили, может, ради меня, не знаю, по-талышски говорили. По-талышски? По-талышски говорили, да. Если говорили по-талышски, они могут вот ради что-то. Потому что если ради вас, и когда каталыши приезжают гости, они на азербайджанском стараются говорить. Если говорили на талышски, значит, они говорили на талышски. Да. Ну вот она вообще-то очень выражала сожаление, что я не знаю азербайджанского языка. Общаться не получается, да? Нет, она говорит, что язык достоин того, чтобы его знать. Она говорила, что азербайджанский язык достоин того, чтобы... Да, а вот кто-то из их родственников жил в Иранской Астаре. И у них, несмотря на эту пограничную полосу, там же она же была пропахана, да, пограничники с ружьями там сидели. Вы там были? Вот, нет, в Астаре. В Иранской я не была. Да. Ну, в Астаре вот эта пограничная полоса совсем. Вас туда не пускали? За полосу, конечно. Вот, нет, если вот... Я до самой полосы доходила. Есть Шорсулу, там вот погранпосты были. Это вот, я не знаю, только не помню в каком году. Вот уже Масаллы, Джаллябад, Масаллы уже считался самым... Да, я получила пропуск, да. У меня была, значит, командировочная бумага соответствующая, чтобы мне помогали на местах. И мне выдали эту самую визу, или как там она называется, пропуск. И когда вот были там эти религиозные праздники, вот русских Шахси-Вахси называют, Шах, Хусейн, Ай, Хусейн. Ходили, знаете, почему-то вечером это было. Я только слышала голоса. Честно я вам скажу, мне было страшно. Ты боялась, да? Страшно, боялась? Я боялась. Девочки говорили, вот надень такую юбку длинную, пойдем с тобой, вот это самое, где мулла у нас читает. Я говорю, не, я не могу. Как жаль. Трусливая, я трусиха, да, была. Но я вот слышала, и потом, знаете, вот, и наши советские талыши тоже тогда, вот, знаете, вот, и причем, ну и Богу страшно, вот они, Шах Хусейн, Вай Хусейн, Шах Хусейн, Вай Хусейн, Шах Хусейн, Вай Хусейн. Вы это слышали? Да, и все чаще, все громче, громче. Я думаю, они, наверное, сейчас такой экстаз людей приводят, что они сделают все, они в огонь кинутся и в воду. Это уже что-то такое. Это где? Это, то есть, это в Астаре было. Астаре было, да? Я больше жила в Астаре, в Ленкоране меньше. А в Масаллы в каких деревнях вы были? Масаллы, вы знаете, у меня там записано, я уже забыла. А в Лерике тоже не помните, да, каких деревнях? Ну вот сразу в Лерик приехали, и там вот это главное место. Толуши Завунизан'dan. Зындам. Кам зараga. Да. Толуши Мане, Толуши Поликлет. Йодом Беша. Беша, да, уже, ну все, старость не радость, говорят. Ну, для науки нет старости. Да. Если бы, вы сами сказали, это математика, 20 лет делала открытие, а дальше уже молчал. Да, ну... А хотя вы знаете, что сейчас говорят, вот иногда вам не приходится слушать это по телевидению, интересная передача бывает, «Академия» называется. Там ученые, академики, лингвисты, литературоведы, потом эти самые физики. И вот один у нас такой был Вячеслав Иванов, может быть, слышали про такого? Очень крупный лингвист. И он сейчас читает лекции читает в Америке. И там познакомился с Нобелевским лауреатом, физиком. Я даже его фамилию запомню, Гелман. И этот Гелман говорит,
21 век будет веком лингвистики. Он считает, что язык, история языка – это вход в мышление человека. А человек еще очень плохо знает сам себя. Он должен себя изучать. Лилия Александровна, вы сказали, что вы были в Афганистане, Пакистане, да? Нет, только в Афганистане. В Афганистане Я были, была да? 2 раза там. А вы вот, Почти значит, 4 года. язык Дари знаете? Да. Дарья. Ага. Еще в какие года-то это были? Первый раз я туда поехала в 70-м году. Это еще до того... Захир Шах еще был. Ого, да. Да, при Захир Шахе я там была. Вы переводчицей работали, да? Там переводчицей, переводчица. да. И там тогда очень хорошо. Шаурави это просто любимые были люди. Из Советского Союза много чего им там сделали. Это Джасаланг знаменитый переход-то. Да, там мы чуть не разбились, знаете, да. Мы чудом остались в живых. И этот самый шофер, у которого отказали тормоза, тормозная жидкость вылилась, потому что там камешек отскочил от колеса и перебил эту трубочку. И ручной у него не работал. И нас понесло в этом тоннеле. Представляете, и мы выскочили даже, вот мы должны с наружной стороны ехать, а мы влетели сюда, в встречную полосу, и почти притирался он к этой стене. Так он еще, старик такой доверенный, в посольстве ему очень доверяли, он много лет в Шураве работал. Он бросил руль, я Аллах. И все, понимаете? Но рядом сидел один, который умел водить машину, он перехватил руль, а другой тоже, это Рафик был, Рафик, знаете, это маленький микроавтобус. Он встал и стал вот эти тормоза переключать. И вот перед самым спуском, когда мы уже вылетели из этого внутреннего тоннеля, потом там еще от камнепада был такой открытая галерея, а дальше уже должен был быть спуск. Там бы никакие переключения уже не помогли. И затормозил. Лилия Александровна, еще один вопрос. У нас просто времени мало, хотим побольше информации получать. Вы там говорили на талашском, да? Да, старалась. И с детьми говорили на талашском и писали, как они говорят. А дети по-русски понимали тогда? Нет. Нет, да? Вот, то есть дети ваши разговаривали на талышском языке? Нет, вы спрашиваете нет, про талышские дети. Про талышские дети. Они по-русски ничего не знали. Нет. И вы с ними... Нет, они не то есть знали. дети не знали азербайджанского языка. Они говорили только на талышском языке, да? Ну вот в тех семьях, где я была, вот Шихали Рагимова, и вот в семье Мамедовых, там говорили по-талышски. Сейчас в этой деревне поедете, если все говорят чуть ли не на азербайджанском. То есть на Все сплошь почти. Да, вот это учение пошло. Ну, как вы думаете, с чем это связано? Ну, тюркизация, как говорится. Да. Но с другой стороны, мне кажется, многие родители совершенно сознательно и... То есть виновата, можно сказать, родители. Понимаете, ну почему виноваты? Они хотят, чтобы дети вышли в свет большой. Ну, конечно, школа же нет. То есть это вполне объективный процесс, да, идет видимо, такой? Да. Ну, с другой стороны, обидно, конечно, что ведь малые языки, они без... Ну, и талышский вообще даже нельзя назвать малым языком. И, по крайней мере, 500 000 человек говорит. 500 000 сейчас теперь в России находится. Вот сейчас перепись населения пойдет. Азербайджанцев. Вот перепись населения пойдет. Что вы советовали вот талушам, например, вот проживающим в Москве, Кем России? они себя чувствуют, так и назвать. Я талыши напишу, талыш Астам. Вот сейчас перепись населения включили талыши. То есть такой есть официально. Да? Да, включили. Талыши. Вот как вы сами напишите себя? Себя? Ну, я себя пишу русской. А дети? Дети тоже русские. Как это? Они еще... Вот так вот. Ну, потому что они живут в русской культуре. Понимаете, они русскими... Ну, они крови талыши. Может быть, что там еще напишет графа кровь? В их этих жилах целый интернационал. Там, знаете, вот у моего американского внука, у него кроме русской, азербайджанской, талышской крови, еще еврейской. Боже мой. Боже мой.
Вот, пожалуйста, но ведь говорят же... Лилия Александровна, вы желание Илала должны понимать, потому что хочет, чтобы Ну да, сказала именно вот больше таких было. светлых людей талашей больше было. Спасибо. Я думаю, что лучший народ в мире это дети. И пусть они живут счастливо. Несмотря на то, что... Вот пусть и не забудет своего родного языка, культуры. Конечно, да. Если человек забывает свой язык, культуру, потеряет все, я так думаю. Личность теряется. Это я так думаю. Ну да. Ну а хорошо, а как вот в средневековой Европе латинский язык был распространен? Слабый Какие-нибудь народ. там галлы, франки, эти самые